Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на передаче «Акцент». В студии журналист Елена Потоцкая. Мы, якутяне, природный парк Ленские столбы считаем визитной карточкой, шедевром нематериального культурного наследия республики. А сегодня о перспективах развития уникального памятника природы мы беседуем с директором природного парка Аркадием Семеновым. Аркадий Анатольевич Семенов родился в 1975 году 8 января в поселке Покровск Орджоникидзевского района Якутской ССР. В 1996 году поступил в Якутский сельскохозяйственный институт. В 2001 году после окончания института устроился в Покровский гранильный завод специалистом по учету алмазного сырья. В 2008 году Аркадий Семенов перешел в Якутскую алмазную компанию. В 2009 году устроился директором пассажирского автотранспортного предприятия Хангаласского улуса, в котором проработал 6 лет. С 2017 года работает директором государственного бюджетного учреждения «Природный парк Ленские столбы». Аркадий Анатольевич, скажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас находится процесс повышения статуса природного парка до федерального уровня? Пожалуй, мы с вами беседу начнем с этого актуального вопроса на сегодняшний день. На данный момент мы получили положительное заключение Государственной экологической экспертной комиссии Росприроднадзора. В настоящее время пакет документов находится в правительстве Российской Федерации. Он прошел все заключения в министерствах и ведомствах правительства Российской Федерации. И я уверен, что в ближайшее время, мы почти вышли на финишную прямую, в ближайшее время проект постановления правительства о создании национального парка Ленские столбы будет подписан. Вот, безусловно, да, перспектива развития природного парка Ленские столбы тесно связана с обустройством рекреационной инфраструктуры. Осветите, пожалуйста, этот вопрос. Парк работает на сегодняшний день по двум основным документам. Это план управления природного парка Ленские столбы, утвержденный указом главы республики на 2017-2021 годы. И, соответственно, концепция развития природного парка до 2025 года. По данным документам есть план развития парка и инфраструктуры, и туризма, и в целом всего полностью комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры и так далее, дорожной сети, туристических экотроп на территории природного парка. На сегодняшний день, конечно же, мы в рамках той работы, которую проводили наши предшественники, мы будем продолжать эту работу и, наверное, в статусе уже национального парка будем разрабатывать новую концепцию уже федерального значения. Да, и, наверное, в ближайшее время будет проведена работа по улучшению инфраструктуры. Это говорит о том, что, вот, ну, допустим, вот, в прошлом году министр природных ресурсов Донской Сергей Ефимович на двух площадках лично презентовал проекты инфраструктуры таких объектов, как устье Ботома, да, визит-центры, и на нашей базе в Верхней Бестях визит-центр. Это на таких огромных площадках, как Восточный экономический форум в Владивостоке и на Сочинской площадке. Это о многом говорит. Нашему природному парку в последние годы уделяется огромное внимание. И, соответственно, инфраструктура – это один из основных вопросов, которые мы будем непосредственно решать. Вот природный парк вот тесно связан, да, с развитием туризма в Якутии. Это и новые маршруты, и новые проекты. По развитию туризма в целом, конечно же, очень много есть хороших проектов. В том числе, вот, мы неоднократно говорили, что создание новых туристических троп, допустим, это та же тропа, это музей под открытым небом. Да, есть этот уникальный проект, мы надеемся, что в ближайшее время мы его все-таки воплотим в жизнь. Есть по науке тоже есть уникальные у нас в планах маршруты, это создание научных познавательного туризма в сфере, да, это экологические тропы, это на наши лагерштеты и другие объекты.
ну, по науке связанные. Ну и, конечно же, что касается планов по развитию зимнего туризма, то там непосредственно тоже есть комплекс мероприятий по строительству ледового городка. Вот в прошлом и году так вы далее. тестовый режим, да, проводили. Это круглогодичным он будет, да, этот зимний сезон туристический. Тоже интересно, очень много народу в прошлом году. Зимний туризм заинтересовались, вообще ага. как сам по себе, он очень последние годы очень стал пользоваться большим спросом. Начинали зимний туризм на Ленских столбах, наверное, в 2012 году. Это по одному, по два, по небольшими группами люди приезжали. И вот экстремалы смотрели на Ленские столбы, зимой приезжали в большие холода. На сегодняшний день мы уже работаем в этом плане с прошлого года уже постоянно и уверен, что эту практику мы будем продолжать. Если в прошлом году мы пробили дорогу, сделали стоянки и тот поток туристов, который был в тот момент, да, мы на самом деле вот, хотелось бы признаться, что мы действительно были не готовы к встрече такого огромного количества людей. В день приезжало по 600, вначале 300, 400, 600, а потом и больше 1000 человек в день. Это на самом деле было вообще, ну, во-первых, неожиданно. Мы признаем, что мы были вообще не готовы к этому, да, и на сегодняшний день мы учли все ошибки, все замечания, которые были брошены в наш адрес, мы их всех признаем. И, конечно же, с учетом этого, этот зимний туризм в этом году мы постараемся минимизировать все те замечания, которые были сделаны, в том числе и по расширению лестницы мы работу провели, частичное расширение. Вот, да. Мы учтем те замечания по парковкам, которые были. Ну и вот, будет, наверное, небольшой сюрприз. Мы в этом году решили на противоположной стороне открыть площадку. Это в районе Батамая, да? Да, напротив Батамая будет, он на стороне Батамая, там намного солнечная сторона. Мы там сейчас начинаем строительство ледового городка, буквально на этой неделе и дорогу, и площадку для этого расчистят. И, конечно же, с нашими предпринимателями и с работниками, собственными силами мы все-таки, надеюсь, мы все это сделаем. Открытие сезона зимнего мы планируем провести в районе где-то 20 февраля, как раз там 23 будет 4 выходных. Мы в этот период ждем очередной тоже первых наплыв массовый наших гостей. И к этому времени мы постараемся все подготовить, но до этого мы хотим еще провести международный конкурс по ледовым скульптурам. Это тоже в самом будет... Батамае там будете, да? Да, на той же площадке. Ага. Ну, чтобы были все удобства для наших туристов, там будет... Уже объявили конкурс, да? Посмотреть. Нет, конкурс мы еще не объявили, положение у нас мы Готовите? разрабатываем, да, готовим положение. И все вот те работы, которые должны будут для этого конкурса, мы все сами подготовим, сделаем, ну и потом объявим. Заранее объявим о проведении этого конкурса, конечно, всех. Я думаю, интерес будет огромный, и приедут не только вот наши мастера, которые на самом деле по всему миру сейчас являются одними из лучших, да, но и иностранные гости, и мастера из иностранцев тоже, думаю, приедут. А вот научные исследования тоже входят в ваши планы? Тоже интересные научные исследования вы проводили? Это на самом деле одна из таких приоритетных задач, которые мы будем заниматься в последние, ну вот в будущем, да. На самом деле те объемы работы, которые провели с открытия парка, тем работам уже около 20 лет. Поэтому даже работы по обновлению тех научных работ, которые проводились, и другие работы по изучению нашего природного парка, да, они будут проводиться, мы будем уделять огромное внимание науке и будем выбивать для этого соответствующее финансирование. Мы хотим, чтобы у нас
в штате был свой научный отдел, состоящий не из одного-двух человек, а из 5-6 научных сотрудников, чтобы у них была своя передвижная лаборатория. Вот. В общем, мы хотим огромное внимание уделить вот именно научным работам. Спасибо, Аркадий Анатольевич, за очень интересную беседу. Спасибо вам, друзья, за внимание. До встречи в эфире.